В эфире информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в программе. Парламент не дал согласия на лишение Кана Кварча депутатской неприкосновенности. Решение принято на очередном заседании сессии Народного собрания. К 70-летию народного художника Абхазии Нукзара Логуа в Центральном выставочном зале открылась выставка. Первый день призыва по сложившейся традиции новобранцы и их родители пришли в Парк Славы, чтобы почтить память защитников Отечества. Парламент не дал согласия на лишение Кана Кварча депутатской неприкосновенности. Решение принято на очередном заседании сессии Народного собрания. Также депутаты ратифицировали несколько соглашений о сотрудничестве с правительством Российской Федерации. Подробности в материале Гугуцы Вардания. Депутаты Народного собрания отклонили представление генпрокурора о лишении неприкосновенности Кана Кварча. Ранее прокуратура просила привлечь депутата в качестве обвиняемого по статье 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Угроза убийством» из-за инцидента в офисе газеты «Абхазский вестник», произошедшего в ноябре прошлого года. Предварительным расследованием установлено следующее. 5 ноября 2025 года примерно в 11 часов 45 минут депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварча Кан Валерьевич совместно с Какали Эшсол Ивановичем, Думава Хыной Владимировичем, Кулкая Гари Гурамовичем, Агрба Тенгизом Алмасхановичем, Ардзимба Алмасханом Зурабовичем, Кмузовым Асланом Борисовичем и Шурдувава Владиславом Геловичем в сопровождении неустановленной группы лиц численностью до 40 человек прибыли по месту нахождения граждан Российской Федерации. Ревы Ивана Евгеньевича, Тимофеева Павла Игоревича и Будыкина Дмитрия Александровича в офис, расположенный по адресу город Сухум, улица Абазинское строение, номер 36, с целью выяснения обстоятельств их нахождения на территории Республики Абхазия и возможного участия в предвыборной кампании депутата в органы местного самоуправления, где Кварча, действуя умышленно группой лиц, скакали Акмузовым, Ардзем, Багрба и Шурдувава, осознавая противоправный характер своих действий в агрессивной форме, высказал в адрес граждан Российской Федерации Ревы, Тимофеева и Будыкина угрозу убийством и причинения тяжкого вреда здоровью. Указанные угрозы сопровождались применением физического насилия путем нанесения многочисленных ударов по голове Ревы со стороны Кварча. При этом последний направлял имевшееся при нем огнестрельное оружие пистолет неустановленного образца в сторону Ревы с целью его устрашения. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Кварча, вооруженный огнестрельным оружием, угрожая убийством, группой лиц Кокая, Ардзимба и Агрба, нанес удары по голове Тимофееву. Действия вышеуказанных лиц с учетом демонстрации оружия и общей обстановки свидетельствовали о реальности высказанных угроз и вызвали у Ревы, Тимофеева и Будыкина обоснованный страх за свою жизнь и здоровье. Плохо, хорошо, есть у нас противостояние внутри. Мы, абхазское общество, сами решим, что нам делать, куда нам шагать, в какую сторону нам шагать. Нам не надо навязывать другие, скажем, в рамках, скажем, культуры какой-то или обрядов каких-то, да. Пожалуйста, в рамках культурного обмена мы всегда можем обменяться культурными моментами. В марте текущего года Верховный суд страны вынес заключение о наличии в действиях Кварча признаков преступления. Во время сессии 23 депутата проголосовали за сохранение неприкосновенности, 3 за снятие депутатского мандата, 4 парламентариев воздержались. Дело в том, что придет время, когда придется, наверное, как-то объясняться по-другому. И вы готовы к этому? Я отвечу на этот вопрос следующим. У меня вообще никаких сомнений. Потому что с учетом того, что и процессуальная проверка, и следствие у нас шли не один день, я сам тоже пришел к такому выводу. Далее парламент ратифицировал соглашение с Россией о программе развития на ближайшую пятилетку. Только в 2026 году бюджет получит 6 миллиардов рублей. 6 миллиардов рублей, из них 4,5 миллиарда – это на социально-экономическое развитие, то есть повышение зарплаты, финансирование социальной сферы.
то есть 1,3 миллиарда рублей – это бюджетные инвестиции, так называемая инвестпрограмма, и 0,2 миллиарда – это поддержка отраслей экономики. В соответствии с законом о международных договорах до подписания данного межгосударственного соглашения проект соглашения в установленном порядке был представлен до подписания в парламент. Абхазия и Россия официально признали ученые степени друг друга. Парламент ратифицировал соглашение, согласно которому дипломы кандидата и доктора наук теперь действительные в обеих странах. Документы принимаются автоматически без дополнительных проверок и легализации. Это позволит ученым свободно работать и продолжать обучение как в Абхазии, так и в России. Важно, что соглашение касается и тех степеней, которые были получены ранее. Для меня самое первое, что мне приходит в голову, это, например, вопрос о том, а не послужит ли это таким некоторым импульсом для оттока кадров, который у нас есть. Как вы понимаете, наверное, как я вижу, по крайней мере, да, главные привилегии, которые дает это нашим ученым, это привилегии использовать свой статус, свою степень кандидата наук или доктора наук в Российской Федерации для устройства на работу в том числе. Это первое, да. И второе, что, наверное, больше всего меня, я бы не сказал, пугает, ну да, задаюсь я чем вопросом, это можно как плюс и как минус воспринимать. Скорее всего, после того, как это соглашение будет ратифицировано, у нас, наверное, появятся соискатели названия ученых степеней докторов наук и кандидатов наук из Российской Федерации. В России очень тяжело сегодня получить ученую степень. Я в свое время это проходил, но я вам скажу, что сейчас в разы сложнее. Высшая аттестационная комиссия в России очень серьезные требования предъявляет к соискателям. И мне хотелось бы, чтобы мы не пошли по ложному пути здесь. Здесь я не хочу, чтобы кто-то воспринял, что я против. Я хочу, чтобы, если мы это делаем, чтобы в нашей стране, и особенно в Академии наук Абхазии, очень серьезно отнеслись к тому, как это может заработать. Потому что это может как науку Абхазии, да, приподнять на новый уровень, так и погубить. Что касается, чтобы не было поставлено на поток, именно в соглашении и прописали, что ученые степени, присуждаемые в Республике Абхазия, распространяются на тех лиц, которые не менее 3 лет в образовательных или научных организациях Республики Абхазия постоянно проработали. Не так, чтобы приехали, защитились и уехали. Не менее 3 лет должны в научной сфере Абхазии проработать. При российской военной базе в Абхазии создадут школу. Депутаты ратифицировали соглашение с Российской Федерацией. Учебное заведение будет работать по российским стандартам для детей военных, сотрудников базы и граждан России, живущих в республике. В связи с тем, что перегружены школы, приходится в несколько смен обучаться как для детей граждан Республики Абхазия и для детей военнослужащих. И предусмотрено, что внутри военной базы будет создано образовательное учреждение. Самое основное место, где дислоцированы, это именно в Гудаутском районе. В городе Сухум вопрос тоже актуальный, но это в основном дети военнослужащих пограничного управления. По ведомственной принадлежности они не относятся к военной базе, к Министерству обороны. Депутаты одобрили отмену торговых пошлин с Южной Осетией. Соглашение подразумевает, что товары, произведенные в одной республике, при ввозе в другую, не будут облагаться таможенными пошлинами и сборами. Документ принят в первом чтении. Также на заседании очередной сессии депутаты утвердили кандидатуру Алхаса Хакба и Алмаса Акаба в качестве представителей законодательной ветви власти в квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. Гугут Савардания, Заур Лиев, Ахрамичпа, Абхазское телевидение. О дальнейших действиях прокуратуры в связи с решением депутатов парламента нам рассказали в Генеральной прокуратуре.
Сегодня, 21 апреля 2026 года, Народным собранием Парламентом Республики Абхазия рассмотрено представление Генерального прокурора Республики Абхазия о даче согласия на лишение неприкосновенности и привлечении в качестве обвиняемого депутата Народного собрания Парламента Республики Абхазия Кварчия Кана Валерьевича за совершение преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия, то есть по факту угрозы убийством и причинения тяжкого вреда здоровью. По результатам рассмотрения представления депутатами Народного собрания Парламента Республики Абхазия отказано в даче согласия на лишение неприкосновенности и привлечении в качестве обвиняемого депутата Кварчия, в связи с чем органам расследования в отношении последнего будет отказано в возбуждении уголовного дела в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия. Вместе с тем, прокуратурой города Сухум продолжается расследование в отношении других фигурантов уголовного дела за совершение противоправных действий, имевших место 5 ноября 2025 года в офисе редакции газеты «Абхазский вестник». По результатам выполнения всех следственных действий уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Ключевые проблемы, стоящие перед бизнесом и правительством, обсудил премьер-министр Владимир Делба с абхазскими предпринимателями. Состоялся открытый диалог, где предприниматели могли задать вопросы и получить исчерпывающие ответы. Государство готово поддерживать инвесторов, обеспечивая защиту добросовестным участникам бизнеса. Абхазский международный экономический форум, состоявшийся 3-4 апреля, показал, что в нашей стране есть высокий инвестиционный потенциал. Теперь, по словам премьера, необходимо приступить к реализации заключенных соглашений и договоров. Премьер-министр отметил, что государство в 2026 году предложило ряд мер государственной поддержки, включая льготное кредитование, субсидирование бизнеса и прямую поддержку целевых программ. Безусловно, мы сегодня живем в непростое время, и нам всем необходимо скоординировать свои действия, проявлять гибкость и реализовывать масштабные проекты для конкретной цели, для развития нашего государства. В этом смысле государство, безусловно, готово способствовать и содействовать в поддержке инвесторов, поддержки предпринимателей, в обеспечении их защиты добросовестных, в частности, предпринимателей, безусловно. Поэтому считаю, что это, возможно, сегодня встреча, которая даст нам основу для обсуждения будущих вопросов, которые мы поставили. И очень рассчитываю на то, что мы сегодня обозначим не только проблемы, но и подскажем друг другу пути решения. Именно бывает порой так, что органы государственной власти не всегда видят и порой не всегда успевают принимать решения, которые необходимы бизнесу. Мы бы хотели сейчас в доверительной форме обсудить важнейшие проблемы, которые стоят у бизнеса. В правительство поступает очень много запросов по разным аспектам, по разным направлениям. И я так думаю, что они, наверное, и у присутствующих здесь тоже возникнут. И поэтому мы все готовы для того, чтобы ответить на эти вопросы. И очень попросил бы, если будут предложения какие-то, обязательно их тоже сформулировать. Мы обязательно постараемся с помощью ваших рекомендаций потом принимать решения. Абхазия примет участие в Кавказском инвестиционном форуме. Об этом сообщил министр экономики Теймураз Миквабия на встрече с представителями бизнес-сообщества. По словам министра, по поручению президента в республике разрабатывается программа поддержки экспорт-ориентированных предпринимателей. Проект направлен на развитие местных производств, нацеленных на внешний рынок. Программа предусматривает содействие в оформлении разрешительных документов на вывоз продукции, организацию участия в международных выставках и оказание адресной помощи предпринимателям. Расширенный репортаж со встречи с предпринимателями смотрите в нашей программе сразу после новостей.
До 30 апреля этого года центральные органы госуправления должны представить в Кабинет министров утвержденные планы мероприятий по реализации положений, подписанных в рамках Абхазского экономического форума соглашений с указанием конкретных сроков, ответственных исполнителей и ожидаемых результатов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Владимир Делба. Владимир Делба также распорядился провести контрольно-надзорные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, карантинного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, защите прав потребителей. Ответственным службам поручено проверить выполнение юрлицам и индивидуальными предпринимателями обязательных требований к товарам при осуществлении их деятельности. «Время и пространство» – так называется выставка народного художника Абхазии Нугзара Логуа, открывшаяся в ЦВЗ к его 70-летию. В экспозиции представлены знаковые произведения автора, созданные в разные периоды его творчества. Торжественное открытие выставки посетили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Беквава, а также премьер-министр Владимир Делба и руководитель администрации президента Беслан Эшба. Картина – яркий мир, через который художник может выразить свои эмоции, мнение, рассказать историю. Зритель – натура тонкая. Чтобы завоевать его внимание в творчестве, нужно вложить душу, частичку себя. Выставка к юбилею Нугзара Логуа – яркий пример такой самоотдачи и кропотливой работы. В целом мне нравится сочетание цветов, как это все выглядит, различные формы, то есть нету какого-то определенной формы, они все такие разные, и вот именно насыщенность этих картин меня очень впечатляет. Мне нравится еще то, что он пишет на таких очень больших форматах, я прям была удивлена, приятно, когда увидела. Редко встретишь такие картины у нас. Выставку посетил президент Бадра Гунба. Указом президента Нугзару Логуа присвоено почетное звание «Народный художник Абхазии». Глава государства отметил вклад художника в развитие национального изобразительного искусства, сохранение культурного наследия и воспитание подрастающего поколения. Насге Апсныглар Сахатыхвиха Ахатыр Тхидзы Ахшаныршис. Шчаба Карацов Аказараку, Яраубас Аджар Раадзарачи. Гугала и взега Хшуй Агубзера Ашуксца, Шардамта Хагамса. Вове Азин Циф Апсны Аханкар Рахада и Успа Абхара. Ауспа. Шаханзат Казара, Ашок Гулары, Аджарей, Изанат Дырра Харакы, Эйцагыло, Аджар, Радзарача, Ялагала Дуирзы, Нугзар, Чичеквайпа Логуа, Апсныглар, Рсахатырхуха, Ахатыр, Хзы, Ихцаза. Выставка Нугзара Логуа юбилейная, автобиографичная. Художник разворачивает не только один из этапов своего творчества, а большой увлекательный творческий путь. Здесь в ретроспективе представлены все периоды творческой деятельности мастера, начиная со школы и до сегодняшнего дня. Всего работ более 70. Здесь вы видите очень много направлений, авангардистского направления, да? Вот конструктивизм, овизм, кубизм. Все вот эти вот направления я стараюсь синтезировать и на выходе делать совсем другую, уже новые открытия. Во всяком случае, я пытаюсь так работать. Насколько это получается, это судит зрители. Сегодня очень много тенденций мы видим, да? В интернет-пространстве, информационный поток огромный. Но я не следую за какими-то модными стилями, формами ежедневными. У меня классическая установка на понятие рисунка, композиции и живописи. Потому что я все-таки изначально имею базовое академическое образование. Исходя из этого, я, конечно, трактую формы уже по-новому.
Нугзар Логуа творит преимущественно в масляной технике. Он также пишет акрилом. Такая выставка, по словам директора ЦВЗ Эльвира Арсалия, своего рода исповедь перед зрителем, с которым он хочет говорить при помощи художественного языка, с помощью слова. Ведь в работах художника присутствуют его стихи. Несомненно, здесь есть для зрителя новое открытие. И сегодня мы говорили об этом, но я повторюсь, что первое впечатление, когда ты заходишь в зал, это смелость, это новое слово, это эксперименты. И хотя темы достаточно сложные, мифологический жанр и историческая память, но, на мой взгляд, Нугзара Логуа, человека-художника с индивидуальным языком, делает именно этот бесконечный поиск художественной формы. Герои картин словно застыли всего на мгновение. И через это самое мгновение покинут холст и расскажут свою историю. Попасть на выставку Нугзара Логуа можно в ЦВЗ до 15 мая включительно. Также в рамках выставки были представлены костюмы Илоны Зандаря по мотивам работ Нугзара Логуа. Айдита Ручнян, Рамукам Кейна, Ласурия, Резван Бигвава, Абхазское телевидение. В МИД Абхазии полностью разделяют позицию российской стороны по поводу последствий возможного вступления Грузии в Евросоюз. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. По мнению МИД Абхазии, нынешняя политика Грузии не способствует укреплению доверия и напрямую препятствует формированию устойчивой архитектуры безопасности в регионе. В качестве факторов, дестабилизирующих обстановку, ведомство выделило военное сотрудничество Грузии с НАТО, отказ Тбилиси от подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы с Республикой Абхазия, продолжение политики, направленной на международную изоляцию Абхазии. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае вступления Грузии в Евросоюз Россия внесет ее в список недоброжелательных стран, что может отразиться в том числе и на экспорте грузинских товаров. СГБ Абхазии пресекла незаконные финансовые операции в банковской сфере. 17 апреля задержаны граждане России и Украины, организовавшие транзит денег для онлайн-казино. Дельцы использовали 200 карт «Аврора Банка», полученных незаконным путем через сотрудников финучреждения. В ходе реализации оперативной информации, направленной на противодействие финансовых преступлений в банковской сфере, 17 апреля 2026 года сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия были задержаны гражданин России и Украины. Представьтесь, пожалуйста. Антонян Армен Валерьевич. Ионики Георгий Сергеевич. Когда прибыли на территорию Республики Абхазия? 14 апреля 2026 года. С кем-нибудь виделись, встречались? Да. С Юрой. Какие у вас общие дела? Обналичивание денежных средств на абхазский карты. Моя работа заключалась в том, онлайн-казино люди хотят пополнить, чтобы сыграть. Пополнение происходило на абхазские карты. После того, как игрок пополнил свой онлайн-казино, он проиграл или выиграл, мне неизвестно. Эти деньги я снимаю с карт, беру свой процент и отправляю назад в онлайн-казино. Вы знакомы с Антонян Арменом? Да, знаком. Со мной связался Армен, говорит, что у нас онлайн-казино, и мы пополняем аккаунты игроков. Вот. Для того, чтобы это делать, нужны банковские карты. Мы начнем работать. Если ты хочешь работать, я тебе буду платить вознаграждение там, от 50 тысяч. В чем ваша работа заключалась? Есть один телефон, и там стоит вот эта программа, которая трейдинг. По этой программе, как мне объяснили, что когда игрок в онлайн-казино, он делает запрос, чтобы ему пополняли аккаунт, и мы содействие пополнению этих аккаунтов оказывали. На эту карту я переводил деньги, и дальше уже мне говорили, либо наличную карту Армена мы скидывали, либо пополнял я напрямую аккаунты. Потому что я сильно в этом не вникал, мне пообещали за помощь определенную, кто ж не хочет заработать, правильно? А за 4 дня мы прокрутили 4 миллиона рублей.
В каком количестве у вас карты? 200 штук. У гражданина Алтунян и Юниди были изъяты электронные носители и банковские карты «Аврора банка», через которые осуществляли обналичивание денежных средств. Данные карты были получены в банке «Аврора» через сотрудников банка в нарушении нормативных правил, регламентирующих банковскую деятельность. В отношении указанных граждан сотрудниками центрального аппарата СГБ проводятся оперативно-следственные мероприятия. Тхуарчал и Билибинский район Чукотки стали побратимами. Представители администрации Тхуарчалского района принимают участие в работе международного форума городов-побратимов «Малая Родина. Сила России» в Москве. Соглашение носит комплексный характер и охватывает взаимодействие в таких стратегически важных областях, как экономика, туризм, образование и спорт. Партнерство не ограничивается формальным протоколом. Стороны уже разработали дорожную карту и утвердили план совместных действий на ближайшие 2 года. Участие в форуме и заключение соглашения являются частью системной политики Тхуарчала по расширению связей с регионами России. На полях форума «Малая Родина. Сила России» также подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Гагрой и Ялтой. Соглашение охватывает стратегическое взаимодействие в разных сферах, в том числе в туризме, развитии санаторно-курортного комплекса, культуре. Первый день призыва и по сложившейся традиции новобранцы и их родители пришли в Парк Славы, чтобы почтить память защитников Отечества, погибших за свободу и независимость Абхазии. Армия – это школа мужества для юношей, благодаря которой ребята учатся настоящему братству, находят друзей, с которыми чаще всего проходят через всю жизнь, приобретают необходимые навыки. Смотрите репортаж Миланы Агарба. Призыв в армию – это важный этап в жизни мужчины, который превращает юношу в защитника, закаляет характер и дает возможность по-новому оценить многие вещи. В современном мире, где безопасность и стабильность становятся все более важными аспектами жизни, служба в армии приобретает особое значение. Это не просто необходимость, но и священный долг каждого гражданина перед своей страной. Церемония возложения цветов в Парке Славы уже по сложившейся традиции дает начало новому этапу в жизни этих юношей. Под ласковыми лучами утреннего солнца молодые люди и их родители с чувством уважения и благодарности к тем, кто отдал свою жизнь за свободу и мир, преклоняются перед памятью погибших защитников. Я пришел отдать долг своей прекрасной родине, так как кроме Абхазии мы никому не нужны, а Абхазия нужна нам. Поэтому мы должны уметь постоять за свою родину. Я сегодня пришел отдать долг родине за ту родину, за которую воевали наши братья, наши отцы, наши деды, которые сложили свои головы ради нашей республики. И не стыдно каждому гражданину, мужчине, парню пройти армию и отдать долг своей родине. Родители с волнением провожают своих детей. В их глазах читается уверенность в том, что сыновья достойно пройдут этот сложный этап и в случае необходимости защитят мирное небо Абхазии. Мне сегодня немножко волнительно, потому что я отправляю своего сына в армию. И хочу пожелать добросовестной службы всем призывникам, чтобы они отслужили добросовестно во благо нашей страны, здоровья нашим детям, нашей стране процветания, мирного неба над головой. Теперь новобранцев ждет курс молодого бойца, после чего они торжественно принесут присягу родине и продолжат службу в частях и подразделениях Абхазской армии. Милана Агарба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду, 22 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, в отдельные часы дождь разной интенсивности, туман. Температура воздуха ночью 7-12, днем 10-15 градусов, температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.